Век живи, век учись. Эту фразу слышал практически каждый школьник. А некоторые из них в прямом смысле любят учиться без перерывов. Для таких работают летние школы. Здесь учат рисовать, оказывать первую медицинскую помощь, танцевальному искусству и многому другому. Есть даже проекты в виртуальной реальности. Главная наша задача – это повысить эффективность учебной деятельности детей, а также повысить доступность качественного образования. В республике функционирует 67 организаций дополнительного образования. В связи с известными причинами занятия проходят дистанционно. Для удобства учащихся используется несколько программ – Zoom, Telegram или WhatsApp. Тема сегодняшнего занятия – солнечный удар. То есть от слова «солнце», да? Солнечный удар – это один из видов теплового удара, который возникает под воздействием солнечных лучей. Одно из самых востребованных направлений – это медицина. В основном кружок посещают будущие медики. Детей учат измерять давление, делать инъекции, оказывать первую помощь при инсульте, судорогах и другим важным вещам. Центры оснащены всем необходимым оборудованием. Как разводить антибиотики, если они вену вводятся, они на одном растворе, если мышцу на другом. Что категорически нельзя? Вводить мышцу, что вызовет некроз. Это вот препараты кальция, тоже глюконат кальция, хлористый кальций. Категорически нельзя вводить мышцу. Также как пользоваться рецептом. Допустим, они покупают в аптеке какой-то препарат, да, вот выдается бланк, да, как им пользоваться, что такое фармакокинетика, что такое фармакодинамика, какие показания, противопоказания, срок, какой у рецепта срок. Допустим, на какие-то препараты это 60 дней, если это наркотики 3 дня. То есть какие им препараты дадут, какие не дадут. То есть это тоже мы все объясняем детям. Как в домашних условиях правильно оказать помощь. Не менее активно процесс обучения идет и по ту сторону экрана. Ученики дома в уютной обстановке познают азы наук. Тамерлан и Амирхан посещают Республиканский детско-юношеский центр 3-й год. За это время ребята научились многому в различных областях. В будущем мальчики хотят поступить на лечебное дело, поэтому акцент делают на медицину. Distanционное обучение лошадиных товарищей аэротоварищей цардующих интересных самых осунцых так практик даватерду. В данный момент в связи с такой ситуацией во всем мире, можно сказать, дети перешли на дистанционное обучение. Я считаю, что это очень удобно, это доступно. Педагоги очень доступно объясняют детям. И самое главное, педагоги этого центра заинтересованы, чтобы научить детей. Не просто дать урок, свои часы отработать, а действительно чему-то научить. Лично для нас эти курсы очень полезные. Ну а для тех, кто увлекается путешествиями, культурой или даже историей, есть другое, не хуже оснащенное учреждение. В Республиканском центре детско-юношеского туризма и экскурсий организованы 2 программы дистанционного обучения. Школьные музеи «Уголки Чеченской Республики» и «Музеи мира». Не выходя из дома, учащиеся посещают культурные объекты республики, а также известные мировые музеи. Программа из себя представляет ознакомление с музеями мира и школьные музеи. В Чеченской Республике паспортизировано 19 школьных музеев. Не все дети могут посетить музеи школ районов республики. Поэтому педагоги проводят виртуальные экскурсии по всем музеям Чеченской Республики. По окончанию виртуальных экскурсий начинается обмен впечатлениями. Дети обсуждают увиденное в режиме онлайн. Несмотря на удобство дистанционного формата, сотрудники центра надеются, что со временем смогут вернуться к прежнему режиму работы, когда вместе с детьми отправлялись непосредственно на места и изучали все вживую. Шамиль Арсанбиев, Азан Идрисов, Джабраил Синеев. Неделя.